Кыргызстана, как этнос, его история уходит глубоко в середину веков. Более 2000 лет насчитывает история Кыргызстана. За этот период растворились великие народы, великие цивилизации. Кыргызы выжили. На сегодняшний день по запасам природных ископаемых кыргызы входят в десятку ведущих стран мира по запасам. А где мы находимся, прекрасно характеризовал, цифры не буду повторять, уважаемые выступающие. Товарищи, проблема в чем? 25 лет, более четверти века мы говорим о реформах. Товарищи, в Кыргызстане как не было, нет, так я вам скажу, и не будет. Почему? Товарищи, есть вопросы диалектики, есть причины и следствия. Мы 25 лет боремся со следствиями, причин не затрагивая. Ленин говорил так, что делать работу? Кыргызстану необходимо не только что делать, как делать, но и кто будет делать. У Кыргызстана 3 вопроса, больше, чем у Ленина стояли. Товарищи, что делать Кыргызстану? Исторический опыт показывает, Малайзия, Сингапур, соседний Китай, за очень короткий период времени, особенно юго-восточные тигры, азиатские тигры, провели реформы. В Таиланде не было воды, не было песка. Вы понимаете? Кыргызстан располагает всей таблицей Менделеева. Но мы не располагаем политической элитой Кыргызстана. Вот в чем проблема, вы понимаете? Поэтому что делать Кыргызстану? Необходимо, во-первых, изменить систему, которая была нам навязана, которая разрушила всю нашу экономику и которая продолжает, процесс разрушения продолжается. В самой модели заложена процедура разрушения экономики Кыргызстана. Это примеры Латинской Америки, Африки и так далее и тому подобное. И наглядно постсоветский период, в частности, Кыргызстан. Далее, товарищи. А как делать? Надо менять эту модель. Вопрос, кто будет делать? Вы посмотрите сегодня, кто представляет у нас Джугурку Кенеш. К сожалению, мягко говоря, это не лучшие сыны и дочери нашего народа. Далеко не лучшие. Я не охаю Джугурку Кенеш. Но если посмотрите, кто там стоит, я этих людей, я немножко знаком с политэлитой, я этих людей не знаю вообще. Почему? Партийные списки – это партийная коррупция при формировании депутатского корпуса. Выборы в Кыргызстане – это базар, на котором есть мандаты, которые продаются, и есть покупатели, кандидаты в депутаты. К сожалению, это правда. И, товарищи, следующее, самое важное. Как можно при этой системе руководить экономикой, когда партийная система разделила министерства, ведомства, регионы, и туда выдвигают непрофессионалов? Если вы сегодня посадите за руль человека, который не обладает опытом, на первом перекрестке будет что? Авария. А мы садим за руль государства людей, которые по партийным спискам прошли, а им представляли социальный фонд. И в этом социальном фонде товарищ приходит и смотрит за ним как баран на новые ворота. А их надо обучать, водителя надо обучать в этом отношении. Товарищи, в Кыргызстане на сегодняшний день отсутствует главный фактор – политическая воля политического класса. И то, что мы сегодня не говорили о борьбе с коррупцией, в самой модели, в самой системе заложен механизм коррупции. Эта система порождает коррупцию. И пусть президент, сегодняшний новый президент, борется с коррупцией с утра до вечера, 26 часов из 20 часов в сутки проблему он не решит. Он ее только погасит частично. Почему? Потому что в любом министерстве, я вам скажу, существует система коррупционная. Заменив одно, поменяется система. Меняются только схемы. И, товарищи, в этом отношении, я вам скажу, Кыргызстан 25 лет говорила о реформах. И еще будет 25 лет говорить, не сменив те моменты, о которых я говорил.